Смотрите в программе. В села Якутии направили воздушные суда для помощи в тушении лесных пожаров. План завоза топлива в регионе выполнили на 51%. В Южной Якутии наградили нерюнгринцев, которые спасли женщину и 3 девочек от смерти в воде. В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Якутия получила дополнительные почти 500 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами. Напомним, ранее глава региона Айсан Николаев на совещании глав субъектов с Владимиром Путиным отметил диспропорцию распределения средств и предложил поменять систему финансирования тушения пожаров в стране. По предложению руководителя Якутии президент страны поручил пересмотреть методику, утвержденную в 2006 году, где одним из главных критериев являлось число населения и освоенность лесов. Якутии выделено дополнительные 480 миллионов рублей на борьбу со стихией. Всего на субвенции регионам для тушения лесных пожаров правительство направило свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей. В села Якутии направили воздушные суда для помощи в тушении лесных пожаров. Председатель Госкомбезопасности Дмитрий Лепчиков провел оперативное совещание, на котором принято решение оказать помощь районам. Так, сегодня из Среднеколымска в сторону Алика-Кёль вылетел вертолет Ми-8 для доставки сил и средств местного звена РСЧС. В село Хану Момского района вылетело воздушное судно Ан-24 полярных авиалиний. Также для переброски сил и средств в Среднеколымском районе действует 3 очага пожара. Ведется тушение на западном направлении в 3 километрах от поселка в местностях Талалах и Булгуняхтах. Прокуратура Сунтарского района совместно с полицией ФСБ провели проверку по факту обрушения арочного моста через реку Агдары. Напомню, инцидент произошел 16 июня этого года. Установлено, что причиной стало несоответствие качества выполненных работ по его строительству. Возведение моста проходило в рамках капитального ремонта участка автомобильной дороги Крестях-Хардагой. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинению крупного ущерба. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. План завоза топлива в Якутии выполнили на 51%. Это 243 тысячи тонн топлива при 474 тоннах за год. Навигация идет в штатном режиме. Об этом нашему телеканалу сообщили в региональном ГУП ЖКХ. На днях открыт морской участок. Началась арктическая перевозка. На сегодня из 72 тысяч тонн на Яну отгрузили 22,5 тысячи. Из Колымы на Индигирку 6 тысяч тонн. Что касается нефти, 14 тысяч тонн топлива находятся в пути. По прогнозам, навигация завершится в октябре месяце. Сложный участок – это у нас Яна. Мы туда сейчас направили представителей. Это с ГУПа ЖКХ вылетел представитель, также с ССТ и Маршейдер. Ну, то есть там посмотреть первые суда, принять. Да, это более такой сложный участок у нас, но Индигирка пока еще мы говорить рано о том, что он будет сложный или какой. Но пока будем надеяться, но гидромет пока осторожно говорит, но таких прогнозов, что там какая-то критика будет, пока нет. Количество преступлений, связанных с мошенничеством, выросло в Ленском районе. Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан и под различными предлогами выманивают деньги. Роман Токмаков узнал, какой суммы можно лишиться, потеряв бдительность. Ну, я связалась с этим человеком. Он отправил все документы, паспорт, накладные, там фото, все документы, что предлагается. И поверив ему, я как бы оплатила. И с июня до июня он был на связи. А потом пропал. Ленчанка осталась и без денег, и без лодочного мотора, на который так долго копила. Ее 170 тысячами завладел предприимчивый делец из Владивостока. Чтобы вернуть свои кровные и наказать афериста, доверчивая женщина обратилась в полицию и теперь предостерегает других. Я бы хотела, чтобы
Не заказать не через интернет, через не WhatsApp. И если то заказывать, то надо от А до Я выяснять, с кем, с чем связаться. Лучше через официальный Да, или в общем, через магазин только. Обманом обернулось желание помочь для жительницы Мирного. Она перевела новому знакомому более 2 миллионов рублей. Псевдовоенный хирург из Кореи попросил оплатить доставку в Россию медицинского оборудования. Доверчивость женщины сыграла с ней злую шутку. У меня был небольшой кредит в банке, я пошла, сделала рефинансирование. Отправила сумму меньшую, так как денег у меня нет особо. Я живу от зарплаты до зарплаты. Через какое-то время пришло письмо, также по электронной почте, что груз застрял в Турции. Тут бы насторожиться, но нет. Женщина переводила деньги, пока они не закончились. Почему на удочку мошенников чаще всего попадаются представительницы слабого пола? У статистики на этот вопрос ответа нет. Известны лишь способы обмана. Наиболее распространенный вид мошеннических схем – это именно звонит, допустим, сотрудник банка, сообщает о том, что с вашей карты снимают деньги, там необходимо его обезопасить. Вам будет приходить СМС-коды, вы продиктуйте нам. Мы его обезопасим, после этого ваш счет будет в сохранности. Естественно, человек, который получает такое сообщение, все манипуляции, которые должны быть сделаны с его картой, сам же лично СМС-коды продиктовывает, в результате чего его денежные средства изымаются из его счета. Такие случаи составляют 70% от всех финансовых преступлений. Большинство аферистов – первоклассные психологи. С легкостью узнают данные карт, пароли из СМС, убеждают перевести деньги. Знают, в какое время суток проще обработать человека. Поэтому будьте бдительнее, не попадитесь к ним на крючок. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Состав молодежной администрации сформировали в Хангаласском районе. Это новый вспомогательный орган, созданный на общественных началах. Членов молодежки будут вовлекать в процесс решения социальных и экономических проблем. Сейчас они проходят стажировку на базе районной администрации. Подробности в материале Виолетты Засимовой. В состав молодежной администрации Хангаласского улуса вошли 30 молодых людей от 18 до 35 лет. Среди них есть студенты, молодые специалисты наследных администраций района и различных учреждений, предприятий, например, таких как Северо-Восточный федеральный университет, Якутцемент, конезавод Берте и так далее. В связи с пандемией мы поделили молодежную администрацию на два состава. Первый из них работает на этой неделе с 20 по 24 июля. Они проходят стажировку по структурным подразделениям администрации муниципального района, ознакомливаются с деятельностью и планами. Михаил Исаков, уроженец села Булгуньяхтах и студент 3-го курса исторического факультета Северо-Восточного федерального университета, со школьной скамьи занимается общественной деятельностью. Решение вступить в состав молодежной администрации Михаил объясняет тем, что хочет внести лепту в развитие своего родного улуса. Мы занимаемся по социальному блоку, то есть мы работаем с каждым отделом управления. Допустим, сегодня я должен поработать с управлением спорта и физической культуры. Вчера работал с комиссией по делам несовершеннолетних. Еще один представитель Северо-Восточного федерального университета, на этот раз молодой специалист, начальник отдела имиджевых технологий Алексей Осипов, на время стажировки стал одним из помощников исполняющего обязанности главы улуса Федора Борисова. Алексей, помимо членства молодежной администрации, является депутатом Якутской городской думы и руководителем молодежной общественной организации «Хангалас Дархан». В связи с пандемией у нас на основной работе мы перешли на удаленный рабочий режим, и получается вот уже через интернет мы параллельно делаем свою работу. Вторая половина членов молодежной администрации пройдет стажировку в сентябре. После состоится общее собрание, на котором будут избраны глава молодежной администрации, его заместитель и ответственный секретарь. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Южной Якутии наградили нерюнгринцев, которые спасли женщину и 3 девочек. Их чуть было не унесло течение, а женщину, можно сказать, вернули с того света.
Она находилась в воде без сознания. Наш корреспондент Александра Цыбикова восстановит картину происшествия и расскажет о героях. Очень здорово, что у нас есть в Нерюнгри люди, которые неравнодушны, которые умеют, самое главное, в критической ситуации повести себя правильно. Семья Гончаровых спасла женщину. Утопающие провели сердечно-легочную реанимацию. Под командованием жены, которая учится в Нерюнгринском медколледже, супруги сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Мы быстренько друг друга там подкорректировали, что где. И где-то минут, наверное, 4-5 прошло, и женщина задышала. Тяжело задышала, но все-таки она задышала, с хрипами. Видимо, вода в легких еще оставалась. Вспоминать действительно тяжело, потому что это очень был серьезный момент такой. Шли дело на секунды, если бы мы не успели бы, могло бы быть все печально, действительно. Проявившим мужество горожанам вручили благодарности и подарки от главы Нерюнгринского района, службы спасения и МЧС. Мария Георгиевна, от имени Российского союза спасателей Нерюнгринского отделения огромное вам спасибо. И вот такая почетная грамота на долгую память. Спасибо большое. Но даже несмотря на работу служб спасения, на храбрость некоторых бдительных нерюнгринцев, за всеми не уследишь. Первые пострадавшие, двое утонувших 16 мая. 2 недели назад утонул мужчина на водохранилище. Происшествия продолжаются. Потерялась девочка в районе Чульмана, тоже обнаружили успешно. Речки добавляют воды, течение, горные речки наши. Не забывайте об этом. Водохранилище тоже обманчиво. Сверху вода теплая, внизу холодная. Не переоценивайте своих сил, будьте внимательны, бдительны. Смотрите не только за собой, а посматривайте по сторонам. Дети непредсказуемые, могут оказаться в любой ситуации, в любом месте. Отдых на воде грозит обернуться серьезными неприятностями для тех, кто нарушает элементарные правила. Помните о мерах безопасности на водных объектах. Берегите себя и своих близких. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Новый въездной знак появился в городе Вилюйске. Торжественное открытие прошло в честь 385-летия одного из самых старинных городов Сибири и Дальнего Востока. На знаке разместились дата образования города, его герб и хомус. Автор проекта Прокопьева Саргалана Николаевна. Сейчас ведутся работы по обустройству территории, построены хозпостройки, закончились работы по освещению въездного знака. Посыльную помощь внесли предприниматели города Вилюйска строительными материалами и техникой. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.